Лежим, отдыхаем. Такая обстановочка неформальная. Только эмиконы нету. Немножко так постоянно на этом. Земля уже холодная на самом деле. Видите? Морожка. Вот она. Ну-ка, иди отсюда, я тебе сейчас. Че удумала? А? Фига себе. У меня аж это... Забыл все свои больные места, вскочил. В общем, нифига себе. Я тебя обозначаю территорию. Шугаюсь тут от каждого этого, чтобы не схватили за глотку и за шею меня, за шиворот не потащили. Морожка храняет, да? Хранительница. Морожка прилегла, наелась, скажи, да? Микона тут что-то. Микона. У нас девчата проголодались, Микона и Морожка. Поэтому малышню, смотрите, как Морожка вообще голодная. Они 3 дня отбирали тут всю еду, им отдавали волчатам. Смотрите, Грозный даже не подходит. Показали ему свое место. А это Багира и Муром пока подходят. Он аж вылазил. Что случилось, Грозный? Грозный, Грозный, иди сюда. Ты обиделся? Иди сюда. Грозный. Обиделся. Грозный. Иди, малышка.
Пушистая, здоровая. Иди сюда, Грозный. Малыши знают свое место. У них сейчас иерархия строится у малышей там до 7 месяцев плюс-минус. Прям уже определенно, кто какой в стае будет. У нас то Грозный вел, то Муром, то Марвел. В общем, выясняли все. Ну, Грозный сейчас что-то был первый, сейчас он уступает. Тут Морошка и Амикона голодные очень. Скорее всего, тут что-то происходило. Я же не могу 24/7 с ними находиться. Что-то тут происходит между ними. Иди. Видите, Грозный аккуратно подходит. Его Муром не пускает. У Грозного лапы просто как у арктического волка. А Муром такой широкий тоже парень. Значит, все как эти, как на подбор. Трапеза волков. Как смотрит. Убийца. Чего, выгнали тебя, малой? Выгнали? С чего Грозный? Об этом только мечтать. Раз, два, три, четыре, 5 волков чистокровных трапезничают, и я рядом с ними сижу в метре полтора. Так вот с той стороны. Хорошо, все, Морошка, не бойся. Точнее, мне главное не бояться. Он смотрит, как Амикона. Ух ты, машинёшка. Сейчас наедятся. Здесь килограмм 30 козы, 25-30 на 5 нормально. Красавец какой мой, красавец мой.
Грозно рычит теперь. Сейчас Морошка тебе даст быстро по щам. Теперь Грозно занял позицию. Не хочет ее отдавать. Опа, видите? Амиконов подчинение. Видите, смотрите, Морошка. Амиконов подчиняет. Морошка, молодец, красавица моя. Так, если бы не Морошка, меня бы давно Амикона сожрала бы уже. Вот благодаря Морошке, то, что мы с ней в хороших отношениях, меня Амикона так, через раз пытается сожрать. А Морошка защищает меня, кстати. Видите, как она. Вот вся иерархия, и говорят, а почему Морошка? Куча вопросов. Вот вам, пожалуйста. Я просто, знаете, как это понял? Еще где-то полгода назад, потом месяц назад увидел или два. В эфире спрашивали. Кстати, в эфир заходите по средам вечером. Поддержите нас своим присутствием. В общем, я увидел, смотрю, ну, ластятся просто, ни еды, ничего, и они идут, и Морошка стоит, и Амикона к ней подходит, и под низ ей прям стелется под ней. Ну и все, я тут понял, что у них была какая-то иерархия, выяснение отношений, и Морошка в этом плане взяла верх, поэтому Морошка здесь альфачка. Хотя Амикона очень высокая на лапах, крупная, сильная, но Морошка тоже. С ней очень опасно находиться рядом. Все, малышня пошла есть. Взрослые отошли чуть от дела. Да, тут, конечно, накаленная такая обстановка. Может быть, и камера не передает, но я здесь сижу, и такая обстановка. Что ты? Свеженькая. Скажу, вчера только закололи. Это черная, как тьма, Багира. Багира, Грозно. У Грозного уже башка, какой Амикона.
А так, все вместе, скажи здесь.